Неприятный запах, просто непереносимый в жаркую погоду. На жалобы жителей улицы Газдиева в Назране отреагировали представители Министерства природы и экологии. Они провели рейд. Долго искать причину антисанитарии не пришлось. Протекающую канализацию в ливневке видно невооруженным глазом. А вот в чем причина, надо копнуть глубже. Насосные сооружения спрятали глубоко под каменными плитами. Пришлось подключить тяжелую технику. Сбой в работе канализации произошел из-за несанкционированного сброса сточных вод. Для владельца данного участка это не первое предупреждение. Однако сейчас все намного серьезнее. Ведь такая самодеятельность не только осложняет жизнь людям, но и становится причиной затопления проезжей части. Факт имеет место о том, что вот эти незаконные канализационные врезки идут в ливневку. Будут приняты соответствующие меры в отношении как физических лиц, так и юридических лиц. Данные нарушения будут устранены в ближайшее время. Местные жители признаются, что долгое время сами решали проблему, однако с каждым годом становилось только хуже. Жалобы в соответствующие органы направляли и не раз. 100 раз обращали. Эти канализационные лотки мы сами чистим. Выходим и сами чистим. Старухи чистят, я чищу. Озеленили сами. Долтхан Тачиева, наверное, самая возрастная жительница улицы. Она очень обрадовалась, что решением многолетней проблемы занялись здесь и сейчас. Ведь запах, как она признается, просто невыносимый. Рейдовое мероприятие проводится по инициативе Минприроды Республики совместно с Управлением Росприроднадзора и Назрановской администрации. Совместный подход помогает определить нарушения и составить план действия для быстрого решения. Я уверяю вас, если каждый месяц будет административный штраф налагаться на физическое лицо, на юридическое лицо, трубы будут убраны. Это первоочередная. Сегодня представители Минприроды, инспектора, я так думаю, везде это заактируют эти все нарушения. А в дальнейшем для нас главное не выявлять, а пресекать. А то пресекать, я думаю, администрация города Назрань примет меры. А мы со своей стороны будем над этим надзирать. Отключение незаконных установок насосного оборудования с последующим изъятием и штрафом. Такие санкции будут применяться ко всем нарушителям. В Ингушетии есть еще ряд участков, которые нужно проверить. Поэтому рейдовые мероприятия продолжатся. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.